Что ты мне сказал, что нас было плохо слышно? Вчера сам сказал, что это было слышно. Никак не сказал. Мы бы сели в другой угол. Мы будем все слышать. Ну что, начинаем, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день. Начинаем наше собрание. Я всех приветствую от имени руководителей Республиканского методического объединения учителей технологий, от имени координаторов республиканских методических учителей, методических объединений учителей. И объявляю вам тему нашего сегодняшнего собрания. Тема у нас следующая. Актуальные вопросы совершенствования и оценки профессиональной компетентности учителя технологий. На сегодняшнее собрание мы пригласили Ныркову Светлану Анатольевну, заведующего Центром аттестации Коми Республиканского института развития образования, и попросили ее осветить действительно проблемные вопросы, которые на сегодняшний день были выявлены, которые встречает педагог, когда готовит портфолио свой. И Елена Энгельсовна, руководитель методического объединения, Букаева Елена Энгельсовна, также примет участие, так как она является экспертом. То есть с точки зрения экспертизы, она руководитель РМО, да, Елена Энгельсовна, да. Один из руководителей, да, РМО. Значит, сегодня мы с вами будем работать в следующем формате. Значит, трансляция нашего собрания уже началась. Вы, наверное, ждете презентации. Сегодня ее не будет, поэтому мы будем общаться буквально в формате фоновом. Поэтому призываем всех принять активное участие. И тех, кто здесь сидит, у нас здесь 15 человек. И те, кто не слышно? Да. Всем ли слышно, пожалуйста, отпишитесь в чате, чтобы мы знали, да? То есть, если есть какие-то помехи, то мы должны это знать. Значит, у нас на собрании сегодня здесь сидит 15 участников и 20, да, уже там или больше у нас зарегистрированных? Представители, да? Да, 20 уже зарегистрированных онлайн. Поэтому вас всех приветствую. И, пожалуйста, слово Нырковой Светлане Анатольевне. Нет видео. А видео не будет, мы будем работать в фоновом режиме. Пожалуйста, Анатольевна. Уважаемые коллеги, день добрый. Я сейчас уточню по поводу видимости. Да, мы действительно не включаем видеотрансляцию. Достаточно утомительно, да, сидеть длительный период под взглядом камеры. Поэтому на фоне будет заставка «Республиканские муниципальные методические объединения педагогов». Действительно, на сегодняшнем мероприятии присутствуем мы с Еленой Энгельсовной, и где-то мы будем, наверное, говорить по очереди, дополняя друг друга. То есть, разумеется, в первую очередь это один из ваших руководителей РМО. Елена Энгельсовна является одним из ведущих экспертов Республиканской аттестационной комиссии. И, наверное, акцент на типичных ошибках, на особенностях, которые необходимо отражать педагогам в самоанализе своей профессиональной деятельности, акцент на это будет делать Елена Энгельсовна. Я же, в свою очередь, как руководитель Центра аттестации педагогических работников, расскажу вам о тех направлениях, о тех тенденциях, которые на сегодняшний день складываются в аттестации в Российской Федерации и в Республике Коми. Мы стараемся использовать этот канал эффективно. Я улыбаюсь периодически, что, наверное, есть методисты в районах, которые меня неоднократно слушали. Извините меня, Бога ради. Но, тем не менее, наша задача максимально информацию донести до сведения каждого учителя. Поэтому вся та наша аудитория, которая виртуально сейчас присутствует, на вас большая надежда, уважаемые члены методических объединений, что вы донесете информацию до своих коллег в наших многочисленных школах республики.
Итак, уважаемые коллеги, вот несколько акцентов я обозначу в своем выступлении. Первое, да, такой вопрос, это национальная система учительского роста, инициатива нашего президента Владимира Владимировича Путина. И что в этой связи предполагается на уровне, какие изменения возможны, да, в Российской Федерации? Это первый будет вопрос. Второй вопрос, как с этим связано и как на сегодняшний день функционирует республиканская аттестационная система. И третий вопрос, это вот возможность нашей подготовки к тем изменениям, которые грядут в 2020 году. И то, насколько мы сегодня к этому готовы, потому что, вот, в частности, Елена Энгельсовна является одним из разработчиков компетентностного экзамена, его предметно-методической части для учителей технологии, к сожалению, только девочки. Да? Вот сейчас мы, наверное, сделаем такую вещь и скажем, что есть должок еще за Андреем Генриховичем Майбуровым, да, по мальчикам. Вот, объявили на всю республику. Теперь пусть у него все спрашивают. Да? То есть мы действительно делали такой компетентностный экзамен, но сейчас из моего рассказа вы поймете, почему такая необходимость возникла. Итак, у нас летом в ответ на президентскую инициативу «Национальная система учительского роста» федералы выпускают документ, который называется «Дорожная карта». В дорожной карте обозначены периоды и содержание деятельности, да, всевозможных российских академий, институтов по разработке единых федеральных оценочных материалов. То есть подразумевается, что где-то с 2020 года мы с вами, возможно, будем аттестовываться на основе таких материалов. До конца этот вопрос не решен. Но, тем не менее, подразумевается, да, что с 2020 года целенаправленно будет измеряться предметная, методическая, психолого-педагогическая и коммуникативная компетентность, в первую очередь, учителя. То есть все изменения начнутся с учителей. Момент позитивный. Начнется это не ранее, как мы с вами поняли, 2020 года. Такие сроки обозначены в карте. После апробации. Они я сейчас скажу. Вот. То есть в 2020 году и только на основании серьезных изменений, да, в нормативных документах федеральных, причем профсоюзы, да, российские от образования обозначили, что такие изменения должны будут зафиксированы буквально даже в федеральном законе об образовании. То есть то, как будут аттестовываться учителя. Но, как говорится, посмотрим. Пока проектов таких изменений мы не видели. И вообще, к слову сказать, впервые такая встреча произошла в декабре, да, по вопросам аттестации в Российской Федерации. До этого все регионы, ну вот условно, да, решали эти вопросы так, самостоятельно. Причем напомню всем присутствующим, потому что зачастую от тех, кто не аттестовывается, такая вещь уходила из поля зрения. У нас в 2014 году с вами появился новый порядок аттестации. Он изменил взгляд на аттестацию. Портфолио у нас стало перестраиваться из портфолио достижений, куда мы собирали, да, всевозможные справочки, дипломы и так далее. Оно стало портфолио компетентностным, где уже вот эти справочки, да, дипломы и грамоты являлись подтверждением, да, процессов и результатов нашей профессиональной деятельности. Мы должны были прежде всего заявлять, да, в этом портфолио самоанализ. Перестраивались мы, разумеется, не быстро, и, к слову, нужно сказать, только весной и в мае, в июне 2014 года наша республиканская аттестационная комиссия проголосовала за то, что мы теперь вот с сентября 2017 года от учителей в полной мере, да, вот требуем то, что должно было быть требуемо с 2012 года. То есть требуем анализ результатов мониторинга положительных достижений обучающихся на освоение образовательных программ. То есть, да, мы предъявляем при аттестации уже не только отметки, которые мы составляем ребятам, да, по итогам того, как мы их оцениваем, по итогам промежуточной аттестации, но мы представляем качественный анализ, да, формирование их умений в соответствии с планируемыми, да, результатами, с требованиями к планируемым результатам, как того нам и предписал, да, федеральный государственный образовательный стандарт. То есть вот что произошло у нас за этот период. И вот следом уже, как вы понимаете, мы еще вот привыкаем только к этой системе, следом уже подтягивается новая инициатива, да, федеральных органов исполнительной власти, связанная с национальной системой учительского роста. То есть возможность перехода на единые федеральные оценочные материалы. Я вам назвала, какие компетентности будут измеряться. Еще раз, да, работаем на слух.
компетентности: предметная, методическая, психолого-педагогическая, коммуникативная. Мы подвергли, разумеется, аудиту наше портфолио и выявили, что действительно, если портфолио будет заполняться в том ключе, в котором оно и прописано, то мы подготовим наших учителей к переходу на любую новую, да, вот такую форму аттестации. Потому что наличие самоанализа по тем составляющим, которые заявлены в портфолио, как раз и позволяет учителю вот быть к этому готовым. Тут уже каждый учитель решает сам, да, как ему действовать дальше. Итак, да, вот двигаемся дальше, да, уважаемые коллеги. То есть национальная система учительского роста, да, сопровождается дорожной картой, которая прописана до 2020 года. Уже в 2017 году в 13-17 регионах Российской Федерации произошла апробация единых федеральных оценочных материалов. В основном по двум предметам: русский язык и математика. Сложно сказать, что вот эти материалы были дифференцированы по категориям, а между тем национальная система учительского роста подразумевает еще дифференциацию должности учителя. Ну, то есть о чем идет речь? Учитель может быть просто, может быть ведущий, может быть старший и так далее. То есть фактически, да, вот поставлены федералами перед собой же ими достаточно серьезная задача — сделать материал, который позволяет еще дифференцированно измерять нашу компетентность. И, как я сказала, да, в полной мере мы такие результаты пока еще не увидели. С одной стороны. С другой стороны, если мы, да, вот аттестуемся, готовимся к аттестации, как то и предписано, да, на сегодняшний день и принято республиканскими органами исполнительной власти, то вероятность нашей подготовки к экзамену в нужном ключе, она имеет место быть. То есть, пожалуйста, да, пользуемся нашей моделью портфолио как методическим материалом, с одной стороны, как диагностическим материалом, с другой стороны, позволяющим измерить, да, вот сформированность или наличие у меня, да, в тех или иных составляющих компетентности, да, потому что те или иные показатели портфолио могут складываться в определенные умения, да, которые вот на сегодняшний день заявлены на уровне национальной системы учительского роста. Вот. Что касается возможных изменений, уважаемые коллеги, то есть к этому мы должны быть готовы, инструмент я вам назвала. Да? То есть по всей республике работает группа экспертов, они лучше осведомлены, может быть, чем каждый рядовой учитель о том, что происходит, но вот, тем не менее, вот на это еще просим обратить ваше, да, вот такое тщательное внимание. Давайте посмотрим со стороны республиканской, да, вот системы аттестации, республиканской модели аттестации. В республиканской модели аттестации есть такое направление, которое называют либо методическая поддержка учителя в аттестационный период, либо адресная методическая помощь учителю в этот же период. О чем идет речь? После того, как вы сдали свои аттестационные материалы, экспертная группа завершила свою работу. Предположим, а это бывает достаточно часто, что экспертная группа обнаружила ряд проблем, да, вот в тех материалах, которые были сданы. И по сумме показателей зачастую, да, решение экспертной группы, ну, условно отрицательное. С точки зрения федерального порядка аттестации, что делает экспертная группа? Она передает в аттестационную комиссию отрицательное заключение. Это так, да? То есть в идеале, да, вот, ну, точнее по нормативному документу, а порядок аттестации — это федеральный документ прямого действия, мы обязаны им руководствоваться в полном объеме. То есть, по идее, человек должен войти в отрицательный приказ. То есть, какой мы нашли выход для нашей республики? То есть, мы предлагаем коллегам по тем замечаниям, которые выявили эксперты, по этим составляющим осуществить доработку. Но так как доработка это зачастую превышает количество дней, да, отписанных, опять же, федералов к рассмотрению материалов аттестационных, то мы еще предлагаем, чтобы человека не включать в отрицательный приказ, человеку отозвать заявление, да, свое аттестационное, доработать материалы и опять подать заявление. Скажите, пожалуйста, уважаемая аудитория, механизм понятен?
То есть фактически, да, у нас много учителей, чей средний возраст, да, ну, точнее, у нас в среднем учителя, да, вот свыше 50 лет, да, имеют средний возраст. У нас не такие уж хорошие демографические, да, другие показатели, территориальные, опять же, да, составляющие непростые. Поэтому, безусловно, наша задача создать максимальные возможности для аттестации учителя, для его профессионального развития. В силу оптимизации, наверное, деятельности методических служб школ, районов, да, некоторые учителя из глубинки вот на уровне, да, вот рекомендаций экспертной группы по доработке получают еще такую дополнительную профессиональную помощь, профессиональную консультацию. Поэтому призываю всех присутствующих, если получаете в процессе аттестации рекомендации по доработке, да, относимся к этому как к профессиональной помощи, да, смотрим, да, и обращаем внимание на те затруднения, которые были выявлены экспертами, на которые вы, возможно, либо не обратили внимания, либо посчитали их несущественными, ну и, соответственно, двигаемся, да, таки к квалификационной категории. То есть, таким образом, посмотрите, да, вот есть определенные федеральные инициативы. Есть механизм, который предложен на сегодняшний день на уровне республики, уже республиканскими органами исполнительной власти. У нас есть с вами возможность подготовиться к тем изменениям, которые, да, наверняка будут в 2020 году. Да, большинство присутствующих так или иначе понимает, что если изменения объявлены еще и, да, такого уровня, они, наверное, будут. Итак, пожалуйста, не забываем, да, и пользуемся такой возможностью. Организациям образовательным, да, вот руководителям организации даже рекомендовано при простраивании плана методической деятельности организации все-таки посмотреть на структуру портфолио, показатели портфолио и помочь учителю, да, поучаствовать в ряде мероприятий с тем, чтобы подготовиться к аттестации. Да, эта составляющая также учитывается. Кстати, обратите внимание, подобные презентации, да, и в том числе вот некоторые вещи, о которых я говорю, вывешены на мероприятии по профстандартам. Оно было у нас на базе Министерства образования от 18 мая 2017 года. Там есть ряд презентаций, связанных с внедрением профессиональных стандартов. Там, кстати, к слову сказать, описана и вот эта наша модель аттестации. Ну, точнее, представлена, да, модель аттестации. Поэтому, уважаемые коллеги, вот то, что нас ожидает. Ну и мы, разумеется, понимая, да, что ситуация будет развиваться, в 2017 году закончили по ряду предметов разработку демонстрационной версии компетентностного экзамена по предметно-методической части. Но компетентностный, как вы понимаете, он существенно отличается от знаний, да. И почему прежде всего предметно-методической части? Ну, это наше основное содержание, в первую очередь, это основные наши средства, да, работы, и это, к сожалению, то, в чем испытывают, да, наибольшие затруднения на уровне, да, портфолио и в рамках осуществления аттестационного экзамена наши коллеги. Поэтому, подразумевая, что сейчас в аудитории присутствуют, ну, скажем, члены методических объединений, есть, да, один из разработчиков, да, экзамена Елена Энгельсовна, то вот как раз в этом календарном году, скажем, всем желающим, в первую очередь экспертам аттестационной комиссии, да, членам РМО, членам там ГМО и так далее, да, будет предложено анонимно принять участие, да, вот в таком экзамене, посмотреть, какие результаты, проверить себя, да, вот измерить какие-то свои компетенции, ну и предоставить, я думаю, что вот в этом случае все-таки Елене Энгельсовне, да, вот результаты для анализа. Вот. Но, тем не менее, уважаемые коллеги, это еще один из наших способов, да, подготовиться к изменениям 2020 года, потому что, вот несмотря на то, что были проведены пилотные такие экзамены федералами, да, в ряде регионов в России, ну, в меньшем количестве регионов, чем их существует, но проходило это в режиме ЕГЭ. Ну, сами знаете, да, вы наверняка, да, дежурите, помогаете своим коллегам при реализации вот единого государственного экзамена, других форм ГИА. Людям раздали материалы, посадили их, да, в определенные помещения, они ответили на вопросы, материалы были собраны. То есть, другими словами, даже в пилотных регионах текстов экзамена не осталось. То есть, соответственно, исходя из вот посылов, да, какие компетенции измеряются, мы можем предложить нашим учителям, скажем так, свой тренажер, да, для того, чтобы к таким вещам подготовиться.
Ну, это вот первая часть, да, наверное, информации, которую я озвучиваю. Сейчас предлагаю, да, присутствующим задать, наверное, мне вопросы. Наталья Николаевна улыбается. Два вопроса. Как можно сдать сейчас аттестационный экзамен? Наверное, ответили? Сейчас аттестационный экзамен можно сдать на тех же основаниях, что раньше. Еще раз, до 2020 года мы не вносим в школьный год существенных изменений в аттестацию. Нервы учителей надо беречь. Так, и второй вопрос. Портфолио можно сдавать в электронном виде во всех муниципалитетах или нет? Речь идет о том, что в муниципалитет мы сдаем аттестационные материалы на первую категорию. Это касается всех муниципальных, да, организаций общего образования. Да, вы можете и там сдавать все в электронном виде. Главное, не забывайте при этом смотреть на сайте КРИРО в рубрике «Аттестация», какие требования предъявляются к электронной сдаче аттестационных материалов. Так что здесь проблем нет. У нас фактически 3 формы такой сдачи существуют. На сегодняшний день все они принимаются. Еще один вопрос. Необходимо ли при сдаче экзамена в первой категории сдавать еще портфолио? Я бы сказала, что вопрос несколько некорректный, уважаемый коллега. Сдавать портфолио в том полном объеме, который он заявлен, необходимости нет. И этот вопрос уже, в принципе, решен достаточно давно. У нас экзамен состоит из 2 частей. Первая часть – это автоматизированное тестирование. Вот к нему прилагаются еще задания, которые могут выполняться, то, что называется, на бумажных носителях. Вторая часть экзамена же, да, это определенные материалы, которые прикрепляются к представлению руководителя образовательной организации. То есть эти материалы в некоторой степени соответствуют отдельным показателям аттестационного портфолио. Почему в экзамене есть такая вторая часть? Дело в том, что аттестационная комиссия имеет право, и это прописано в федеральном порядке аттестации, принимать решение о соответствии педагога аттестационной категории на определенных основах. Посмотрите, пожалуйста, порядок аттестации, пункт 36 и пункт 37. Так вот, на сегодняшний день вот эти пункты невозможно отразить в содержании тестирующей части экзамена. Да? Поэтому вот эти составляющие отражены вот в тех дополнительных, да, компонентах, которые к экзамену сдаются учителям. Но они имеют гораздо меньший вес, чем само аттестационное портфолио. Ну, я надеюсь, я понятно ответила. Но я еще раз, каждому становится понятно, почему так, когда он все-таки почитает порядок аттестации. Он все-таки существует почти 4 года. А можно еще вопрос? Да, конечно. Речь шла о видеозаписи урока. Она должна прикладываться? Видеозапись урока – это личное желание педагога и прописано как бонусный балл. Вы сами решаете, прикреплять или не прикреплять. Нужно вам это или не нужно? Есть вопросы, непонятно вот слушателю нашему ответ про... Сейчас скажу. Может быть, слушателю тогда лучше позвонить нам по телефону? Может быть. Что непонятно? Муниципалитет уточняет. Анна, именно на первую категорию можно ли сдать в муниципальном районе Усть-Вымский? В любом районе можно сдать. И вот еще один слушатель, который задает уточняющий вопрос, что конкретно для экзамена тогда нужно принести с собой, если не портфолио. Уважаемые коллеги, вы ходите на сайт КРИРО, переход, деятельность, аттестация. И вот там, где экзамен, да, вы знакомитесь с тем, что должно быть представлено, да, к экзамену. То есть эта информация у нас на сайте висит не менее 3 лет. Но спасибо, что вы заинтересовались. Да, и сами ответили уже. Вопрос.
Вопросы у аудитории. Уважаемые коллеги, у меня тут срочный вызов, поэтому будьте любезны, вопросы задайте. Вот эти материалы новой аттестации, они демо-версия экзамена. Демо-версия разработана нами, да, вот предметно-методической части. И федералы нам не передавали еще ничего. То есть у вас на сайте уже можно с ней ознакомиться? На сайте вы познакомиться с нашей версией пока не можете, потому что сначала она будет проходить апробацию на экспертах аттестационной комиссии. Вот. И только после этого будет вывешиваться такая версия, как тренажер уже на сайте. Но это вот как раз задача этого года. Вот. Если до этого не появятся федеральные какие-то, да, демо-версии, то мы вывешиваем свою. Вот. Если появляются федеральные, естественно, логичнее вывешивать их. Повторите, пожалуйста, сейчас компетенции педагога. Предметная, методическая, психолого-педагогическая, коммуникативная. То есть, если вы наберете в интернете «Национальная система учительского роста», у вас даже выйдут презентации, да, совершенно вот разные, да, которые, где это все перечисляется. То есть определенная модель тоже дана, но я сейчас не склонна ее озвучивать, да, потому что, на мой взгляд, могут быть внесены коррективы. Сколько, наверное, экзаменов еще будет? Я не думаю, опять же, что сейчас есть смысл вот в таком вопросе. Сколько экзамен займет времени. То есть экзамен, который нам показывали чисто структурно, он может занимать от 5 часов до 2-3 дней. Какие-то задания выполняются вот отдельно, дистанционно. Да. Согласно экзамену, уже включаешь категорию. Очевидно. Очевидно, но мы не можем говорить об этом уверенно. Вы задаете конкретный вопрос, как будто этот экзамен нам уже показали в полном объеме. Даже мы его не видели в полном объеме. Получается, для всех педагогов. В первую очередь ко всем учителям. Да, то есть, опять же, через учительство это пойдет. Ну, понятно, что, как всегда, жертвами падут, извините, учителя русского языка и математики. Потом уже дойдет до там будет связано с классным руководством? Там могут быть кейсы, то есть такой разбор профессиональных ситуаций, которые касаются вашей психолого-педагогической компетентности, в том числе, да, связанным с классным руководством. Но вы сейчас задаете вопрос, пожалуй, находясь в категории еще портфолио достижений. Да. Ну, то есть я и там нет. Мы измеряем компетентности, сейчас даже в портфолио. Да, уж не говоря о том, что будет дальше. Не желает классным руководством. Ну, этот вопрос мы с вами сейчас не решим. То есть в нынешнем портфолио классное руководство предусмотрено, да, которое вот сейчас действует на территории Республики Коми. То есть оно учитывается. Поэтому я думаю, что вот исходим пока из этого. Вот. А научиться анализировать проблемы и затруднения детей, да, в предметной составляющей, да, в той же самой психолого-педагогической составляющей, знать их возрастные задачи развития. Вот на сегодняшний день это становится действительно актуальной задачей. Потому что ведь даже если мы размещаем в портфолио хорошую технологическую карту, ей должна предшествовать пояснительная записка. Да? А что в ней? Да? Что это за класс, какая программа реализуется, какое место этот урок, эта тема занимает в разделе, да, или вообще в общем, да, предметном содержании, что дети на этот момент знают и умеют, в чем они уже испытывали затруднения. И исходя из этого, какие цели и задачи будут решаться на этом уроке. Да? То есть какие ожидаемые результаты уровня предметного, метапредметного, личностного. Да? То есть поэтому, если мы будем хорошо, да, в соответствии с требованиями делать то, что есть в портфолио, нам будет, по крайней мере, спокойнее, да, и, естественно, не относиться к возможным изменениям. Но еще раз, время есть, хотя оно быстро летит. Уважаемые коллеги, спасибо вам большое за внимание. Я никоим образом не планировала вас покинуть. Можно тогда вам вопрос один еще, потому что тоже сложно ответить. Какие самые частые ошибки допускают педагоги в портфолио? Вот сейчас мы этот вопрос будем разбирать. То есть как раз передо мной стояла такая задача провести анализ самых частых ошибок,
которые возникают в портфолио. На мой взгляд, самая большая ошибка то, что учитель открывает таблицу показать критерии и показатели очень поздно. Обычно перед аттестацией. Вы знаете, такая таблица имеется на сайте КРИРО. То есть вот у нас уже аттестация, и мы начинаем ее читать и заполнять. А ее надо прочитать и заполнить для себя примерно за 3 года. Для чего? Для того, чтобы провести аналитику того, что вы уже знаете, умеете и над чем вам надо работать. Вот тогда у вас будет время по всем критериям и показателям набрать, то есть набрать высокие баллы по всем критериям. Итак, давайте теперь по каждому критерию. Первый. Результаты освоения обучающихся образовательных программ. Самая частая ошибка – это отсутствие аналитики. Представляют таблицы, то есть вот в этот год были такие результаты, на другой год другие результаты, и вывод в одно предложение. Результаты стали лучше, а аналитической справки нет. Как вы достигли этих результатов? Сюда необходимо приложить контрольно-измерительные материалы, которые вы используете, как вы их используете, и результаты мониторинга. То есть какие результаты вы получили, какую работу по этим результатам вы провели. То есть дети не усвоили какие-то разделы, что вы планируете делать. То есть самая главная ошибка – это отсутствие аналитики по данному критерию. Что? Если результаты, Значит, надо стремиться к повышению. ну, если они хорошие, если понижаются. Просьба говорить громче. Нет аналитики. Почему понижается? Значит, второй наш критерий – систематичность внеурочной деятельности. Здесь предлагается, в таблице у вас предложено, да, представить вам план и программу внеурочной деятельности. Самая частая ошибка, что план и программа не прилагаются. Обязательно программа должна иметь цель и задачи по каждому году. Уточнить содержание и формулировки в соответствии с концепцией духовного нравственного развития и воспитания. То есть, и, наверное, по этому критерию вот самые частые ошибки вот эти. То есть отсутствие плана и программы внеурочной деятельности. То есть чаще всего предлагаются какие-то единичные мероприятия. То есть какие цели и задачи ставились, непонятно. Следующий критерий – это количество учащихся, ежегодно вовлеченных во внеурочную деятельность. И еще один сразу – это наличие особых достижений учащихся по предмету. Здесь чаще всего просто прикладывают дипломы, грамоты и так далее. Тоже не хватает аналитического комментария. Какую работу вы проводите для того, чтобы дети получали такие результаты? Следующий критерий – это доля учащихся, испытывающих интерес к изучению предмета. Здесь предлагается провести диагностику на основе достоверных апробированных методик. И для средней школы рекомендуется методика Дубовицкой. То есть вы не сами проводите какие-то опросы и так далее, да, а работаете совместно с психологом школы или используете вот эту методику. Диагностика одной параллели какой прописана? Там конкретно прописано одной, но за 3 года. А как же переходы, если Вы берете 5, 6, 7 класс. допустим, на аттестации в этом году я же не могу. Так поэтому в самом начале мы и говорили о том, что нужно заранее подсчитать, какие критерии вам предстоит представить. А что сейчас делаем тогда? Да? Ну ты же сейчас видишь, по идее, Ну, в принципе, психологи в школе везде это проводят.
Так, и по критерию номер 3. Здесь продуктивное использование современных образовательных технологий, организация деятельности учащихся по самоконтролю и самооценке и использование потенциала предметов воспитания у обучающихся ценностного отношения к предмету. Ну, вы понимаете, что здесь нужно представить конспекты занятий, уроков ваших. Соответственно, только что сказала Светлана Анатольевна, что нет аналитики. То есть по какой программе вы работаете, что дети уже знают, да, и какие цели и задачи вы ставите. Также очень частая ошибка – это отсутствие технологической карты урока. То есть все представлено в совершенно разных форматах. Есть какая-то единая карта? Много предлагается. Чаще всего в школе вы берете какую-то за основу. Дальше. Здесь говорится о том, что нужно показать, какую педагогическую технологию, образовательную технологию вы используете. Самая частая ошибка здесь, что перечисляется масса различных технологий, а должна быть какая-то одна технология. Так. Соответственно, очень часто выпускается постановка целей и задач уроков. И в конце нужно обязательно сопоставить планируемые результаты с целями и задачами урока. А сколько конспектов? Ну, у вас там 3 пункта, 3 разных конспекта. То есть, еще раз говорю, технология должна быть какая-то одна заявлена. Потому что очень часто заявляют там и 3, и 4, и 5. Невозможно на одном уроке использовать много технологий. Можно использовать только элементы в рамках ведущей технологии. Необходимо прописать деятельность учителя и деятельность детей. Ну и также этапы рефлексии с точки зрения освоения знаний. Ну и каким образом вы проводите контрольно-оценочную деятельность, используя разные виды контроля. Вот, на мой взгляд, этот критерий для учителей самый сложный. Тут больше всего бывает замечаний. Следующий критерий – это взаимодействие с семьей учащихся по содействию в освоении школьниками образовательных программ. Здесь необходимо представить анализ проблем учащихся. Чаще всего этот анализ отсутствует. И какие мероприятия проводятся, чтобы эти проблемы устранить. Чем это должно подтверждаться? Что подтверждаться? Ну, какие мероприятия проводятся? Там в табличке представлено, что можно представить. Четвертый критерий – это освоение программ повышения квалификации. Здесь особых проблем нет, потому что тут очень четко прописано, что вы должны регулярно повышать свою квалификацию ежегодно. Если вы заранее ознакомитесь, какие критерии вам необходимо будет представить, то будете ежегодно повышать свою квалификацию в любой форме. В форме семинаров, курсов повышения квалификации. Систематическая работа по обобщению собственного педагогического опыта в любой письменной форме. Это могут быть методические разработки, статьи. Значит, баллы там идут в зависимости
какой уровень вашей публикации. То есть на уровне школы, на уровне города, республики или же России в целом. Да? Ну, соответственно, требуется обобщать свой педагогический опыт. То есть такие разработки публиковать. Ну и следующий критерий – это трансляция обобщенного личного педагогического опыта в формате открытых уроков, мастер-классов, семинаров, проведение занятий на курсах повышения квалификации учителей. По-моему, где-то что-то пропустила, да? Ну, тут, в принципе, особых тоже замечаний нет. То есть тут тоже уровень. Или вы это транслируете на уровне школы, или на уровне республики, да? Кстати, на портале Института усовершенствования учителей в разделе «Образование», «Открытое образование» можно отправлять свои методические разработки, и после прохождения экспертизы они будут размещены. То есть вы можете обобщить свой опыт вот таким образом. Так, пропустила я, по-моему, использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Да. Здесь желательно наличие собственного сайта и не просто регистрация. Вот самая частая ошибка, просто учитель регистрируется на сайте, например, Инфоурок или 1 сентября. Очень важно показать, что он работает, помогает вам в вашем образовательном процессе. То есть тут можно размещать свои методические разработки, делиться опытом. На сайте Инфоурок вы знаете, да, что если вы размещаете 4 публикации, то вам приходит свидетельство, да, что вы активно делитесь опытом своим педагогическим. Эти свидетельства абсолютно бесплатные. Еще какие вопросы? Обязательно требуется именно образовательный сайт или просто, допустим, канал на YouTube читается? Нет, ну тут Канал же на YouTube больше... тебе свидетельство пришлет? Нет. Нет. Здесь же больше, Меня что смотрят. вы делитесь своим опытом, так ведь? То есть ваши методические разработки могут использовать, и вы можете почитать разработки других учителей и тоже использовать. Можете разместить. Образовательные ресурсы там Я сейчас не буду называть я использую тоже. управление образования, которое нам сказала никаких инфоуроков, потому что те материалы, которые там заявлены в рекурсе, они не проходят никакой экспертизы и аккредитации. То есть там можно писать и писать. Очень много материалов просто оттуда скопировано. Конечно, там свежеворованное можно разместить, и точно так же за час. Ну, здесь я ответить не могу в плане Нам того, было что... сказано никаких, вот прямо четко. Никаких Ну, вот инфоуроков. здесь вот написано, что можно в этом... То есть, как это Тогда другой вопрос. Есть ли тогда список тех сетевых ресурсов, куда можно? Допустим, сейчас она проходила. Ну, это ваша экспертизу. То есть должен быть тогда конкретный список. Нет, почему? Ну, как бы не слышала, что это запрещено. Я сейчас все-таки анализирую типичные ошибки. И чаще всего, что учитель сообщает, что зарегистрирован на сайте, да, но при этом мы всегда заходим на сайт, смотрим, какие материалы выложены, да, насколько они соответствуют требованиям. Мы просматриваем обязательно, мы делаем их анализ. А если свой сайт специально для учащихся, на который... Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. этого Это сайта может можно? быть, нет, это может быть сайт даже учебного заведения. А свой сайт вот как Конечно, можно, может, конечно. То есть канал на YouTube нельзя. Я не говорю нельзя. Я просто вот честно ни разу не встречала ни в одном портфолио. То есть если там видеоуроки, то Записи У меня там никто на Мастер-классы, да? Да нет, просто что есть, допустим, деталь, вот чертеж, ну не чертеж, а наглядное изображение. Размеры есть, я говорю, ребят, вот надо сделать то-то, заходим туда-то,
посмотрели. Они там раздают остальным, смотрят, делают домашнее, например, им там понятнее. Другой вариант, у меня еще робототехника есть, ну как, конструирование. Вот, там другие учителя тоже заходят, и те инструкции, которые там предоставили, используют. Говорят, Сделать нравится. лучше сайты, туда ставите видео эти, оформите, Сайт ну, лучше более-менее делать. прилично. Канал выставьте, так удобнее. Нет, любую публикацию вы или в приложении, да, должна быть она у вас, она все равно изучается. Если она на сайте, мы заходим на сайт и читаем. Есть публикации. много вопросов от коллеги. Обязательно ли в очной форме непрерывно повышать квалификацию? В очной? Нет, очной. нет. Звучит так, что вы должны ежегодно повышать свою квалификацию, то есть как раз 3 балла получает учитель, который каждый год повышает свою квалификацию в любой форме, в форме семинаров, это могут быть дистанционные курсы, могут быть какие-то заочные курсы. А если, допустим, 2 раза в 1 год, а потом пробел 1 год? Это Систематическое там систематически написано. нужно. Вот, 2 раза. Проделаем. А учитывается какие-то Нормально. именно то, что вот от Министерства образования, например, курсы, они Нет, Нет? То в есть, любой форме у вас написано. то есть они могут Не менее, там, по-моему, написано не менее 18 часов. В любой форме. Скажите, это вот критерии, которые ведут в аттестацию, они разработаны нашими местными? Или это вообще Светлана Анатольевна такого задавать вопрос, не могу сказать. Потому что, выезжая на Россию, да, там другие учителя говорят, что у них таких критерий завышенных Не могу нет. сказать. Только в нашем регионе такие завышенные критерии. Не скажу, что которые они вообще- завышенные. Еще вопрос, какое процентное Есть соотношение что люди должно быть между интересуются дистанционным повышением и очным? Нет, Нет. нет. Так, вопрос. Там написано в любой форме повышения квалификации. Вы должны предоставить только документы, что вы прошли это У нас вот обучение. администрация говорит, раз в 3 года. Вы говорите каждый год. Там, соответственно, вы набираете балл 2 или 3. Я сказала, чтобы набрать 3 балла, ежегодно вы должны повышать свою квалификацию. Обучение в магистратуре засчитывается как повышение квалификации? Ну, скорее всего, да. То есть справку и все. Нет, честно, не видела где-то ни разу. слишком много запрошено. Ну, само собой, это что же учеба? Еще ваши вопросы. Ну, вы поняли главное, да, что нужно вот не за месяц до аттестации смотреть критерии, а заранее смотреть, Просто- над чем надо Просто работать. обещали новую Да, форму. Вот нет. здесь. И я вот 2 раза попадала так, что готовишь одно, потом раз критерий поменяли, да, всю форму поменяли. Ну, вам только что Светлана Анатольевна сказала, ничего меняться до 2020 года не будет. Стало известно. Да. Обещали новую. Я все ждала. Но, по идее, он тоже, она сказала, 3 года. Если в прошлом году Совершенно ввели, верно, да. то где ты сейчас Да. опять эти 3 года возьмешь или ждать 3 года, пока и там как раз Так они же 20-й сильно год? не изменились. Ну нет, вот что там, Есть 3 года каждый изменения, год да. надо Они что-то. сильно не изменились. Просто, ну, портфолио же, оно нацелено на рост учителя. То есть к чему стремиться? Нет, если бы еще государство наше учитывало рост зарплаты, соответственно. Давайте нашего- вопросы по существу. Конкретно по Это по кричащему. существу как раз. Вопрос все-таки про магистратуру еще раз. Где можно узнать, засчитывается или нет? Потому что не Этот вопрос надо было- не удовлетворил ответ. Светлане Анатольевне надо было задать такой вопрос. Но, честно скажу, в тех портфолио, что я просматривала, ни разу не видела такого. А где это вот можно узнать? То есть на сайте можно? Можно, наверное, спросить за электронную почту. Позвонить, да, спросить. В любом случае учатся. Мы всегда идем навстречу учителям. Так, все, вопросов нет больше.
Все, тогда мы заканчиваем, раз вопросов больше нет. Успешной аттестации всем. Спасибо за внимание. Так, куда? Так, стоп, еще один вопрос. Засчитывается ли как публикация или вот что-то такое? Канал на Ютубе, страница в соцсети, аккаунт на Pinterest, не знаю, что такое, засчитывается ли за ИКТ компетентность? Нет, нет, нет. Нет. Не засчитывается. Все, тогда спасибо всем. Через какой ресурс? Спасибо. Трансляция. Вы, как раз, они сделают. Все заканчивается?